Ну, в общем-то, завтра что у нас будет? 23 февраля. Все вы, и даже девушки теперь могут служить в армии, да? Знаете, даже в десантных войсках девушки нынче служат. И в свете этого праздника, ну и, конечно же, у нас наш месячник оборонно-массовой работы заканчивается, праздник начинается. Но мы с вами встречаемся не только в рамках этого месячника, мы, конечно, рады вам прийти всегда, чтобы создать этот круг общения с нами, ветеранами и вами, чтобы поделиться своим опытом жизненным, рассказать о нелегкой службе, которая у нас уже в прошлом, а у вас она в будущем, у многих. И у нас, нам дали час времени, это рамки, конечно, сжатые, мы постараемся зря времени не тратить с вами, а вы постарайтесь задавать нам тоже вопросы, когда мы будем что-либо вам рассказывать. Но не только рассказывать, но мы еще настроены сегодня вам спеть, потому что в песне заложено больше, чем в простых сухих словах. В песне, из песни слов не выкинешь. О службе вообще лучше петь, чем говорить. Что такое служба? Она длилась у нас 2 года. 2 года – это не вся жизнь. Но всю жизнь мы вспоминаем эти 2 года. Наша юность – самые яркие, напряженные наши года, которым мы отдали свои силы, свою юность, верную долгу и защите Родины. У нас сегодня к вам ваши гости, значит, ну меня вы, наверное, более-менее знаете, Алексей Евгений Владимирович, выпускник этой школы, руководитель группы боевых искусств ФУДЗе в вашей школе, бессменный руководитель. Готовлю защитников Родины уже много-много лет. Из вас. Сапожников Юрий Иванович. Десантник-афганец, 103-я Витебская воздушно-десантная дивизия, ветеран-афганец, представитель Российского союза ветеранов Афганистана, председатель Чувашского отделения патриотической детской организации имени Калашникова. Николаев Владимир Иванович, ветеран-пограничник, кавалер медали за отличие в охране государственной границы, афганец, представитель ветеранов афганцев тракторного завода. Шорников Анатолий Борисович, председатель Чувашской республиканской организации «Пограничное братство», пограничник ветеран. Игнатьев Сергей Петрович, да. Кавалер медали за отвагу и за боевые заслуги. Разведка танкового полка, ветеран-афганец. Мишукин Олег Петрович, ветеран-афганец, представитель Российского союза ветеранов Афганистана. Всем, каждому из них мы предоставим слово. Я, конечно, слово взял сам. И я, конечно, недавно провел 2 урока с вами, говорил без умолку, окунулся в свои воспоминания. Но вырисовывается такая ситуация, о которой точно хочется спеть. Вот когда встречаются молодое поколение и поколение ветеранов. Такая застольная беседа в виде песни. А называется песня «Расскажи, отец».
никому жизни служил. И здоровье у тебя теперь не бежит. Расскажи, прошу тебя, отец, расскажи. И здоровье, которую моя слеза расплылась под собой, я спала. Я погода в стране жизнь оставил свою. За майором капитан наливай стакан, сынок. За белым лейтенантом и за тем, кто не смог. За наши самолеты, за наши корабли. За Петрою державу, за армию Руси. Ты не видишь, кого много удаленно с тобой душа не болит. А поверь мне, только сейчас заверши копейки твою улицу. И поверь, что это будет так. Настроен поднесся городский флаг. Вот за это я, сынок, жизнь не отдам. Есть солдата, погон ни на что не снял. За майора капитана наливай стакан, сынок. За безумным лейтенантом и за тех, кто уж не смог. Да за наши самолеты, да за наши корабли. За Петрою державу и за армию Руси. Да за наши самолеты, да за наши корабли. За Петрою державу и за армию Руси. Вот такой песней мы решили с вами начать этот разговор и продолжить его Шорников Анатолий Борисович. Встречайте. Добрый день, уважаемые учащиеся, наблюдатели, гости, военноафганцы, пограничники. От Чувашской республиканской общественной организации пограничников пограничества поздравляю вас с прошедшими праздниками, а также с наступающим праздником с Днем Защитника Отечества. Сегодняшнее мероприятие у нас посвящено в рамках военно-патриотического воспитания нынешней молодежи и уроку мужества. Сегодня собрались у нас ветераны-афганцы, пограничники, с вами для завершения месячной оборонно-массовой работы.
Мы тут пограничники, как я сам пограничник, тоже немного хочу рассказать о пограничниках. Никакой регион не может быть с тем, что у нас в нашей республике есть 3 героя России. Первый это Николай Семенов, вы знаете, наверное, да? Он получил звание Героя России в 1994 году. Погиб, охраняя нашу границу, советско-российской границы. Второй герой у нас России Леонид Сергеевич Константинов, уроженец села Липово Олимпийского района. Он получил звание Героя России в 2001 году. А третий герой России у нас, вы, наверное, знаете его, да? Уроженец деревни Яндычи, Канадского района, Николай Федорович Гаврилов. Он сейчас пенсионер. Он получил это высокое звание за выполнение спецзадания президента России. А также вот сейчас, хочу сказать, 15 февраля у нас было 25-летие вывода Советских войск из Афганистана. В этой войне, продлившейся 10 лет, участие принимали 65 тысяч пограничников. Погибли из них около 600 пограничников. Из них 9 пограничников Чувашии. Наша общественная организация пограничного братства не забывает своих пограничников. В прошлом году, 26-27 апреля, был проведен автопробег по местам захоронений наших пограничных афганцев. Проехали мы более 500 километров, почтили память. Вот к этому автопробегу тоже участвовал ветеран афганец, здесь находящийся Сергей Петрович Игнатьев. А также у нас в 2010 году героически погиб, защищая границу. В 2010 году уроженец села Ачаковцы Камарского района, подполковник ФСБ Руслан Николаевич Журкин. Про него есть фильм «12-минутный». Этот фильм занял первое место в прошлом году по России в номинации «Антитеррор». Давайте посмотрим сейчас этот фильм. Завершая наш разговор, встречу, хочу сказать, что очень отрадно, что в вашей школе проводятся такие уроки мужества и мероприятия. И память от нашей общественной организации, от Чувашской Северной общественной организации пограничного братства, маленький подарок, а также карманные календарики. Ваш музей в школе. Календарики раздадите кому? Спасибо за внимание. Кто внимательно смотрел этот фильм, то в конце обратил внимание. Использован материал из фильма «Стреляющие горы». То есть этот фильм снят по мотивам вот этих вот событий. К сожалению, в жизни герои-то наши погибают. А фильм, который я рекомендую вам смотреть, в этом фильме герой тоже такой же, как Руслан, его прототип, бьет этих бандитов, духов, и живым остается, и получает Герой России в конце фильма. Фильм очень интересный. А я хочу спеть вам песню из этого фильма. «Погранзастава». Зеленые погоды на плечах, парит над нами наш орел двуглавый. Сегодня мы уходим в свой погранвойсках. У нас в руках спокойствие державы. Наши прилетают стремительно.
Наша Родина на прочность проверяет. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны, но на чеку мы в состоянии войны. С любовью вспоминаем родной далекий дом, девчонок, что успели в нас влюбиться. Здесь только 45 секунд дается на подъем, иначе нам не выжить на границе. Опять дозор уходим, сжимая автомат. Мы стали здесь уверенней и строже. Опять приказ, подъем, бросок, идем на перехват. Граница на замке и щит надежен. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны, на чеку мы в состоянии войны. В полях, горах, лесах тяжелый ратный труд несем мы гордо. Зеленые погоны мы носим на плечах, и на своей земле стоим мы твердо. Российские кордоны и деды, и отцы из века их держали, погибая. Ведь первый бой обычно принимают погранцы, с собой родных и близких заслоняя. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны, мы на чеку мы в состоянии войны. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны, мы на чеку мы в состоянии войны. Погранзастава по периметру страны, мы на чеку мы в состоянии войны. Продолжая нашу с вами встречу и вспоминая службу, конечно же, я хочу предоставить слово еще одному нашему пограничнику, Владимиру Николаевичу, ветерану. Он первым начинал, мы заканчивали. Пожалуйста, Владимир. Служить я начал в 1979 году. Средняя Азия, Казахстан. Сначала в Душанбе, на инструкторскую Кусаба, потом на границе. С границей с Афганистаном, Туркмении. В апреле направили в Афганистан. Там прослужил год и 2 месяца. Немного, конечно. Туда попали, там казарм не было, мы все укапали в землю, в блиндаже жили. Блиндаж блиндажом были сообщены окопами. Окопы жили тоже сами. Эскаватора не было. Вот. Лагерь наш располагался в 40 километрах от границы Советского Союза в Афганистане. Что запомнилось? Запомнилось? Много, конечно, что не расскажешь. Самое яркое впечатление нам. Самое яркое, когда домой ехать. Попали туда, значит, самое яркое, тоже интересно. Вначале не говорили, куда, что. Посадили на вертолет. В вертолете погрузили сами сначала бревнышки 2-метровые, и на них переправили туда. Вертолет нас оставил. Располагайтесь в траве, через 10 минут мы приедем. Точно приехали,
национальных, мы как дополнение поехали, а бревна были для обороны нашего лагеря. Все. И началась там служба в Афганистане, повседневная. Все, наверное. Немногословен, как и большинство мужчин. Конечно же, есть ему что рассказать, и наверняка эти воспоминания придут к нему позже. Сегодняшний день его опять же окунет в прошлое. Ну, конечно же, я вот, например, я в вашей школе практически каждый день досекаем. А вот эти люди, они каждый день к вам приходить не могут, поэтому сегодня будут говорить они. А я буду петь. Я же не каждый день пою для вас. Зеленая фуражка. Пограничная служба полна романтики и порой героизма, но это происходит не каждый день, и романтика, она тоже проходит. Будни, ежедневное систематическое напряжение приводит к усталости, и даже порой не все выдерживают такую службу, поэтому это суровое испытание. Сама пограничная служба. А таких испытаний в вашей жизни постоянно происходит большое количество. Первое испытание – это ваши экзамены, которые вы будете, к ним готовитесь. Я желаю вам всем успехов и с гордостью сдать эти ваши предстоящие испытания. Это не единственные испытания, которые будут в вашей жизни, а пограничная служба – это ежедневное испытание. И не только на героизм и на верность Родине. Здесь даже вот человек от рутины, от ежедневности притупляется внимание, человек расслабляется, слабый человек. И в это время как раз и происходят вот эти вот прорывы, нарушения границы и прочие неприятности. То есть свойственно людям, прошедшим службу на границе, суровая выдержка, хладнокровие и вот именно постоянство вот это. Никогда эти люди не расслабляются. Желаю вам такими людьми стать. И слово я передаю Сапожникову
Юрию Ивановичу, ветерану 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии. Здравствуйте, олимпийцы, учащиеся, учителя. Хочется поздравить с наступающим праздником, Днем защитника Отечества. Все-таки защитник Отечества — это такое слово, что не только для мужчин, но и для девушек. Для девочек, так как они будущие защитники, тоже могут носить погоны. Вот уже Евгений сказал, на самом деле, военное училище принимает вузы, и нам, как бы, на данный момент не только мальчики, как бы, но и девочки выполняют боевые задачи. Так получилось, что вот глядя на вас, я вспоминаю свои юношеские годы, когда я учился в 23-й школе, город Чехословакии. Вот с Евгением в 30-й школе мы как бы играли в футбол, волейбол играли, между школами турниры устраивали, олимпиады были у нас такие же, конкурсы. И так происходило, что где-то в чем-то как-то всегда отличались. И получилось так впоследствии, что, обучаясь в старших классах, мы немножко решили себя как бы подготовить, готовили мы все, наверное, друг друга, как бы обучаясь в кружках, секциях. Ну, так получилось, что ДК агрегатного завода, там непосредственно у нас Степанов, значит, боксом увлекал, потом текстильный техникум, Колесов, Вячеслав, значит, тренер был. И впоследствии, по окончании школы, был призван в воздушные войска. Получилось так, что в 10 классе перед девчонками, как сказать, одноклассницей решил похвастаться, что прыгну с парашютом, значит, взлечу в воздух, сделаю, значит, петлю, как говорят, мертвую петлю на школу. И пошел я на ДСАФ, на Хиверскую, улица Хиверская, дом 5, в аэроклуб. На 3-м этаже нас стали обучать, как бы, курсантов пилотированию Як-52 учебного самолета. И вот там-то я как раз и навыки парашютной, как бы, парашютной подготовки прошел, и обучение вождения пилотируемого учебного самолета. И получилось так, что в момент призыва в войска, значит, призыв вооруженных сил, я попал в воздушно-десантное подразделение, учебную часть, город Фергана, которая непосредственно готовила, как бы, сержантов младшего командного состава воздушно-десантных войск. Я попал, вот все видели, 9-я рота, да? Вот как раз фильм вот этот показывали наш учебный полк, 9-й рота вот это. Вот Фергана, такие же самые выдержки, марш-броски, значит, сопка наша, сопка ваша, там, значит, ну, одним словом, как бы в момент призыва нас даже отбирали, наверное, вот в Канаше, вроде бы кандидаты, юношеские разряды, там у всех проглядывали, а чем увлекался, каким видом спорта, значит. И вот так получилось, что у нас 40 человек наших должны были призвать, а здесь 42 человека. И прапорщик, и сержант в воздушных войсках. У меня, говорит, 2 человека лишних, говорит, что будем делать? Был такой на призывном пункте прапорщик Великанов, маленький старший прапорщик, и он так, я, говорит, не знаю, как в десантники разбирают. Вот здесь подошел, значит, сержант, все команду, значит, там ряд турников идет, виз команда, все раз прыгнули на турнике. Делаем малую змейку делаем. Делаем большую змейку. Задний выход, передний выход, все делают вроде бы. 12 раз все потянулись, никто не сбросился. И тогда прапорщик, ребята, извините, я все-таки лишний, не могу с собой привезти в учебное подразделение, все-таки я должен кого-то отобрать. И вот он, значит, стал проверять мышцы, руки, ноги, и у одного там нечаянно так, болевой сустав он нажал, говорит, что когда ломал руки там или ноги так нечаянно, он говорит, да, говорит, был перелом, говорит, год назад, вот извини, это и немножко его как бы попросил выйти со строя, ну, в другое подразделение привели его. И вот когда нас 40 человек осталось, 40 человек привезли сначала, значит, в Казань привезли, из Казани вагон на нем, значит, в Сызрани военный эшелон был сформирован из Украины, из Белоруссии, со всех, как бы, сейчас называется СНГ, а тогда Советский Союз был, 15 республик, как вы помните, да? Историю помните, географию? 15 республик Советского Союза. И вот здесь и хохлы, бульбаши, и, значит, киргизы, и украинцы. Ну, так как получилось, что в основном у нас с восточных, как бы, средних
Кавказа не слишком набирали людей. Там в основном спецов брали, ну тоже самое, мастеров спорта и так далее, но здесь спецов как переводчиков, которые, они же все-таки кавказцы, они знают язык пуштунов, значит, узбеков и так далее. Вот их как переводчиков брали по 2-3 человека. И так получилось, что попав в учебную часть в Фергану, со мной был дагестанец Рашид Живатканов. Был, значит, ему по возрасту было 24 года, значит, мастер спорта по дзюдо. И, ну, как бы, в то время мы же занимались подпольно так немножко. И вот, когда нас сержанты гоняют, бежим, значит, 10 километров до звездочки утром, ну, на подъеме бросать марш-броски каждое утро, бежим и думаем, я не последний, я выдержу, значит, марш-бросок преодолели. И получалось так, что со мной Бурдак Витя бежит с Украины, и Джаватан говорит, вот как салат у меня, говорит, сержанты гоняют, какой-то мальчишка 19 лет, меня заставляет 24 года, парень, значит, у меня должен быть кинжал, говорит, усы, засали усы, сбрить, это, говорит, надо. И так, вспоминаю его, когда, значит, все тяготы учебного подразделения мы прошли, попали в Афганистан, и вот это все нам понадобилось. И, конечно, понадобилось то, что мы в свои школьные годы учились, изучали точные науки, математику, физику, географию, историю. Попав, значит, уже после учебного подразделения Демократической Республики Афганистан, а так получилось, что у нас дивизия постоянно находилась на боевых действиях. Все-таки, вот, на самом деле, Евгений сказал, что граничники, они должны защищать рубежи, как бы, значит, Советского Союза и так далее, границы, чтобы должны быть в замке. Но мы оперативные задачи, поставленные цели выполняли, это мобильное подразделение пехоты. А у нас была воздушная пехота. И так получилось, что на корректировку огня и, значит, в разведку выходишь, там, значит, по рации неправильные координаты дашь, неправильный расчет сделаешь, сами себя как бы накрывали. И для этих целей мы именно вспоминали науки школьных, как бы, ну, как бы математики, физики и так далее вспоминали. И впоследствии так получалось, что тяжести, марш-броски, а у нас рюкзаки такие были, как бы десантные, которые мы уходили на месяца из боевых, как бы, из части на боевые действия, выгружались и продуктами питания, и спальными мешками, и теплыми вещами, валенками и так далее. И, значит, БК, боевой комплект, так называемый БК у нас назывался. БК, значит, ящиками брали, грузились. И так получалось, что ты сам 60-70 килограмм, и на тебе еще 60-70 килограмм, и думаешь, в гору лезешь, я же не последний вроде бы, там уже немножко науки спортивного характера были, конечно. Поднимаясь в горы, кому было тяжело, мы немножко в юморе, да, подбадривали, поднимались, преодолевали высоты определенные. Вот представьте, что на 3000 высота, да, подняться, это же не так просто, а задачу ставят, что в такое-то время, в такое-то, значит, назначенное время вы должны подняться, занять позиции и подготовиться к атаке или там, значит, к отражению нападения. И там с вертолета, когда десантируешься, вы на такой-то, значит, территории должны, говорит, это, знать географию. Как, что, мол, а горы такие они, что здесь, значит, я прошу прощения, там как цемент, получается, пыль такая. И вот лежишь, вспоминаешь географию, так, если правее, там окопаться можно, там дальше у них, ну, по виду скал можно определить, где мягче, как бы, почва, где жестче камень. И, конечно, и окапывались, и благодаря тому, что вот в школьное время мы познавали науки, вот еще раз хочется вернуться к этому, чтобы вы изучали все это. Это все вам пригодится в дальнейшем. И получалось так, что мы без малых, или как, с малыми потерями, конечно, с боевых возвращались, но все равно, без, так можно сказать, без потерь возвращались, выполняли поставленные задачи, и при возвращении отдыхали. А вот так получалось, что в ваши же годы мы учились на музыкальных инструментах играть и как бы обучались, значит, песен. И ребята наши, солдаты, как бы, сидя в свободное время играли на гитарах. И в 1986 году к нам прилетел народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон перед началом боевых операций.
значит, были октябрьские праздники, День Октябрьской революции, он как бы, решил на нашей дивизии дать концерт. Значит, 35-й полк, так называемый полтинник, значит, артполк, мы собрались, сели на плацу, артиста нету. Значит, ждем там минут 30, и здесь командир дивизии Павел Егоршев, полковник, дальше подъезжает. Что, говорит, у нас, говорит, своих как бы, солистов нету, говорит. Ну, говорит, ребят, давайте, говорит, на гитаре. Яровой, говорит, Сергей, говорит, Заполит, ты что, говорит, гитару не берешь? И Сергей Яровой взял гитару, вышел, как бы, два борта КамАЗа поставили, на сцену такой самодельную сделали, поднялся, значит, на кузов КамАЗа, сыграл на гитаре, спел песню. И вот здесь, после этого, Кобзон он вышел, сказал, у вас, говорит, свои замечательные артисты, свои, говорит, певцы и музыканты. И впоследствии, значит, впоследствии у нас в дивизии как бы зародился ансамбль «Голубые береты». Все слышали, да? Вот, спасибо большое, уже у нас время на самом деле поджимает. Поэтому большое спасибо вам за выступление. А Олег Мишуткин, Олег Петрович Мишуткин, ветеран, афганец, хочет вам спеть именно песню «Голубую берету». Ансамбль солдатский инструмент. И смотришь, и начинает вылезать из палаток, и возле гитары первый круг, второй, третий. И ребята сидят, слушают. Я специально хотел спеть для вас песню. И как же мне не вспоминать друзей своих, погибших лица. Да, это страшно умирать, когда так надо возвратиться. И ты ушел вперед в дозор, ты верен долгу и присяге, и целиком Афганистан застыл в твоем последнем шаге. Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата, память лица моста Белобряд. Это парни, которым будет вечно по 20. Это те, кто прославил десант. И как же мне не вспоминать друзей своих, погибших лица, но только кажется порой они должны там возвратиться. Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата, память лица поставила в ряд. Это парни, которым будет вечно по 20. Это те, кто прославил десант. Все, спасибо. Олег Петрович, спасибо большое за выступление. «Голубые береты» ансамбль легендарный, там очень много хороших песен. Дети, устали? Нет. Тогда флаг нам в руки. Сергей Петрович Игнатьев, ветеран разведки танкового полка, имеет, как вы видите, ранение и награжденный боевыми наградами за отвагу и за боевые заслуги. Это не шуточно, это о многом говорит. Но он тоже так же, как и все мы, может быть, за исключением меня, не многословны. И поэтому, что скажет он нам, то скажет, поэтому строго не судите. Адміністрація центра школи, учні дітей і гості цього мероприятия. От Республиканской организации Республики Союза Казахстана я вас поздравляю с 25-летием Советских войск Казахстана.
вашим праздником, Днем нашего Отечества, за крепкое здоровье. Конечно, про здоровье тут много сказано было. Кому кто худой, кто слабый, кому всегда будет тяжело. Поэтому, ребята, учитесь, занимайтесь спортом, вам будет всегда в жизни легко. Праздники еще раз. Учитесь хорошо. Синяя река. Еще гремящий стал, невесомый, дешевый душман, один раскаленный стрелой пулемет, рядом своим прикрывает отход, последний патрон и граната на грудь. И чтобы со взрывом безмолвие шагнуть. Но в тот самый миг, когда рвалась чека, откуда-то сзади удар, темнота. Открылись залитые кровью глаза, и сразу увидел улыбку врага. Вокруг бородатый зловещий оскал. Ну что ж, журавли, вот и к нам ты попал. Удар за ударом не видят глаза. Вонючая яма, неуловая вода. Горячее солнце, горячая кровь. А ночью ему вспоминаются вновь. Синяя, синяя река, мамины глаза, мамины слова. Где же ты, кровинушка моя? Синяя, синяя река, мамины глаза, мамины слова. Где же ты, кровинушка моя? Синяя, синяя река, мамины глаза, мамины слова. Где же ты, кровинушка моя? Что война не прогулка, я и в книжках читал, я смотрел про нее кинофильмы. Но вот только теперь, когда старше я стал, разобрал я, где сказки, где были. Эх, боль, нам по пути с тобой, кто здесь служил, тот много лет узнал. Были за мной из пуль над головой,
Путь на картах штрихами отмечен. Время краски сотрет, но подшерки вагар будут в памяти жить нашей вечно. Эх, боль, нам по пути с тобой, то здесь уже идет многое знал. Пыль злой, листвой над головой, проверил здесь себя ровесник мой. Эх, боль, нам по пути с тобой, кто здесь служил, тот многое узнал. Пыль злой, листвой над головой, проверил здесь себя ровесник мой. В нашей школе учился такой парень Ананьев Владимир Геннадьевич. Он намного, конечно, старше вас, и даже он старше меня. Но я помню то время, когда он учился. Я сам тогда учился в 6 классе. 80-й год. Ввод войск в Афганистан. И первая наша потеря из Чувашии — это Владимир Ананьев. 16-й дом, улица Патриста Лумумба. Жутко было, конечно, видеть, как приходят гробы с Афганистана. Вроде бы и войны-то нет. Ее статус признали только в 83-м, что это действительно война. А так это просто уводили войска в Югославию, уводили в Чехословакию, в Венгрии наши войска, в Германии, в Польшу. Ну почему бы нашим войскам не побывать в Афганистане? Не говорили о войне, просто ввели войска и все. Чё, чем, зачем они там, что там, ничего не писали. Я вот склонен вспоминать, иногда тоже стишочки пишу небольшие. Вот рифма пришла из моего стихотворения. А в газетах писали, что нет там войны. Вот, учения прошли военные. Получил лейтенант орден Красной Звезды. За особый талант, наверное. Вот такие вот строчки я сочинял. А песня пришла мне на ум, как бы, письмо маме. Это как раз тема вот Ананьева, можно сказать, гроб с Афганистана. Печальная тема, но тем не менее такие песни тоже нужно петь. Афганистан. Как там наши? Я во сне всех видел вас. Как сестренка перешла в 4 класс. Ты бы, мама, Ольгу в гости нам почаще бы звала. И скажи, что вернусь я, чтоб она меня ждала. Ты бы, мама, Ольгу в гости нам почаще бы звала. И скажи, что вернусь я, чтоб она меня ждала. А в глазах стоит туман. Мать читает, все здесь правда и обман. Мать не в силах оторваться от могильного холма. Сын в земле, а на ладони
письма. Мать не в силах оторваться от могильного холма. Сын в земле, а на ладони орден Красная Звезда. Лишь вчера осенним ветром горе стукнуло в окно. А сегодня на рассвете почтальон принес письмо. Днем живым он смеется и так хочет долго жить. Здравствуй, мама, здравствуй, вечность, мы не вправе их забыть. Днем живым и смеется и так хочет долго жить. Здравствуй, мама, здравствуй, вечность, мы не вправе их забыть. Все мы перед вами выступили, как бы короткие минуты нашей встречи подходят к концу. Под занавес, конечно, могу еще спеть. Патриотическая песня «Я служу в России». Наша жизнь, а потом тебя прошу, забывать солдата, лучшая награда для него, когда ты письма ждешь в ответ. А сейчас, дорогие наши ученики, ученицы, учащиеся, можно сфотографироваться с нами на память, групповое фото, поднимайтесь, стройтесь. На сцену мы внизу будем стоять, а вы наверху. Куда встали? 10 класс. Со стороны администрации школы хотел бы выразить благодарность нашим гостям, уважаемые учащиеся, да? Значит, огромное большое спасибо. Во-первых, Александр Владимирович, который сказал, давайте организуем такую нашу встречу
под конец, значит, действительно военно-патриотического, значит, месячника, который проходит у нас, прошел, и, значит, завершить. И, вы, значит, и еще у меня такая просьба тоже, значит, к вам, значит, ежегодно вот эту встречу, вот именно в это время можно даже 2 раза в год, раз в полугодие устраивать такие встречи. И, значит, естественно, значит, то, что вы будете рассказывать, все это будем записывать и выставлять на сайты. Значит, со стороны школы, вот, как директор школы, я выражаю благодарность вам, большое спасибо. Так, теперь, конечно, значит, коллективное фотографирование.